Уже второй год подряд в селе Джалтай проводится открытие этноэстрадного фестиваля. Наверное, причиной выбора места служит тот факт, что организатором и инициатором фестиваля является известный в Гагаузии эстрадный исполнитель Петр Петкович, который проживает в этом селе. Небольшую финансовую помощь ему в этом оказывает исполком Гагаузии. В принципе, вот мы сейчас здесь находимся, вот село Джалтай, да. Кто бы знал об этом селе, если бы не этот фестиваль? То есть это Петр Иванович прославляет не только свой край, но и свое село. Хотя погода не радовала, так как этому вечеру предшествовал большой ливневый дождь, участники конкурса все же были полны уверенности и готовы бороться за лучшие места. Нас пригласили, сказали, что очень интересно здесь, сказали, что очень интересный конкурс. Очень талантливые люди здесь выступают. Целый коллектив, у нас хореограф, который нас вывозит, мы выезжаем, представляем свой район. У нас дети с разных сел, городов, из Камрата, из Бишомы. Я люблю очень петь и пою очень давно. С маленьких лет участвовала в конкурсах. Я пришла с Кагули. Много добрых слов в адрес начинающегося молодого эстрадного фестиваля в Гагаузии было сказано гостями, приехавшими из других стран. Geldik. Çok güzel bir ortam, çok sıcak. Herkes birbiriyle çok dost, arkadaş. Ayrıca Gagauzya'daki Türk soydaşlarımızı, kan kardeşlerimizi de çok seviyoruz. Her defa geldiğimizde çok mutlu oluyoruz. Çok seviyoruz burayı. Buraları çok seviyoruz. Türkiye'den dolu dolu, kucak dolusu selamlar, sevgiler getirdik sizlere. Мы от всей души пожелали всем участникам этноэстрадного фестиваля добрых начинаний, так как тучи, которые нависли в этот вечер над Джалтаем, сулили испортить первый день конкурса. Но, как писал Тургенев, искусство сильнее самой природы, поэтому первый день фестиваля завершился благополучно поздно ночью. После концерта все участники разъехались готовиться ко второму дню конкурса.